Стартап-тур фонда Сколково проходит сегодня в IT-парке Якутска. Этот тур проводится в республике уже в 4-й раз. Это мероприятие, направленное на поиски лучших технологических решений и популяризацию инновационного предпринимательства. Учитывая сложившуюся экономическую ситуацию, эксперты прогнозируют скачок в развитии IT-отрасли в самое ближайшее время. Тем более меры поддержки отрасли, как федеральные, так и на региональном уровне, в этом году просто беспрецедентные. Меры поддержки очень своевременны. Вот мы недавно проводили встречу с этими компаниями. Они сказали, что очень нужные меры поддержки и важные, такие как освобождение от аренды в эти парки. Вот они благодарны очень главе нашего, что такая мера принята. Это, получается, все компании, которые в эти парки, если они их получат эту меру поддержки, до конца года освобождение от аренды. Также очень были благодарны меры поддержки, что льготные кредиты, пока мы еще не знаем, как они будут выдаваться, да, по 3% годовых. Также освобождение от уплаты по налогу на имущество, то, что глава тоже наш объявил, тоже очень поможет. И эти компании настроены работать здесь, в Якутске, никуда не уезжают. Благодаря сотрудничеству технопарка «Якутия» и фонда Сколково резиденты IT-парка «Якутск» могут рассчитывать и на дополнительные меры поддержки. Подписали соглашение с фондом Сколково в 2012 году, да, 10 лет работаем, и у нас есть уже резиденты Сколково, которые получают поддержку, сидя в Якутске. Было же изменение федерального закона, то есть можно на Ленина 1 прописаться и получать федеральные льготы или грантовую поддержку. В этом году на участие в стартап-туре были поданы свыше 100 заявок, однако для участия в конкурсах по различным направлениям были отобраны по 5 лучших проектов. Так, в направлении биотехнологий в медицине и сельском хозяйстве принимает участие известная своими IT-разработками в области медицины компания «Сайберия». В целом в здравоохранении есть такое направление, называется система помощи принятия врачебных решений. То есть это когда система для врача определенное количество характеристик делает подсчет, чтобы снизить рутину и чтобы врач мог более углубленно погрузиться в случай и принять решение и таким образом поставить более точный диагноз. Но и для тех участников стартап-тура, чьи проекты не вошли в конкурсную программу, были организованы менторские слушания, где каждый желающий мог получить профессиональную оценку экспертов фонда Сколково и получить советы, как тот или иной проект доработать и сделать его конкурентоспособным. Это скорее такая уже, по сути, экосистема мер поддержки. Мы просто предлагаем в каждом случае стартапу помочь, проконсультировать, по какой траектории лучше всего идти. То есть как комбинацию скорее собрать вот такую индивидуальных, может быть, рецепт какой-то, какие именно режимы, какие именно меры стимулирования можно сейчас использовать. То есть диапазон просто беспрецедентно большой сейчас. Приветствуя участников стартап-тура, заместитель председателя правительства, полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев отметил, что на сегодняшний день Якутия уверенно занимает первую позицию по инновациям на Дальнем Востоке, производя 85% экспорта IT-услуг. Но, тем не менее, есть куда двигаться дальше. Работы внутри России много. Вот и Константин сказал, что вот общий объем даже B2B сегмента этой компании — это 10 триллионов рублей. Да? То есть огромный рынок. Даже если это будет не 10 триллионов, пусть это будет 1/10 часть, это огромный рынок. Поэтому это окно возможностей. Мы смотрим на это оптимистично. Сколько это окно возможностей продлится, мы не знаем, но надо точно очень быстро эту нишу заполнять. И мы надеемся, что якутские компании там займут достойную нишу. Все финалисты получат приглашение на бесплатное участие в международной конференции «Стартап Village-2022», которая пройдет в Москве в конце мая. Ну а победитель конкурса станет обладателем приза в 300 тысяч рублей. Иван Лазаренко, Григорий Охлопков, Григорий Григорьев, Якутск.